Еженедельно о самом главном смотрите 7 дней на ТНВ. Здравствуйте! Доброе утро! В студии Влад Портнов. Я Соль Мухамедянова. Мы рады вас приветствовать и спешим сообщить, что сегодня в России аж целых 2 профессиональных праздника. День инженера-механика в разных отраслях промышленности и День основания военно-морского флота. Всех инженеров и военных моряков поздравляем с праздником, а других телезрителей приглашаем посмотреть сегодняшний выпуск нашей программы. Ведь в ней, как всегда, будет много полезной и важной информации. Без рецепта. Как успокоить нервы без лекарств? Приятного аппетита! Готовим быстро и просто. В стиле подбираем базовый гардероб на осень. Все, кто интересовался военной службой по контракту, возможно, это ты, да, в минувшую субботу могли получить исчерпывающую информацию о ней на большом празднике, который был организован у Центра семьи Казан. Военные оркестры, полевые кухни, выставка вооружений и показательные полеты легендарной авиагруппы «Стрижи». Вот только малая часть того, что было организовано для гостей праздника. Подробности расскажет наш коллега Владимир Золотцев. Студент Казанского инновационного университета Альфис Ахметов сейчас, как и многие другие, решает, чем ему заняться после окончания учебы. Прежде всего, нужно отдать долг родине, отслужить в армии. Но тут есть варианты – провести год на срочной службе или 2 по контракту с зарплатой. Молодой человек всегда хотел стать военным. Я хотел бы пройти срочную службу и в дальнейшем хотел бы пройти службу по контракту. Меня привлекало именно военно-воздушные силы. С детства я хотел быть танкистом, но по росту меня теперь не взяли, поэтому взяли ВДВ. Правда, чтобы попасть на контрактную службу, нужно пройти жесткий отбор по состоянию физического и психического здоровья. По состоянию в настоящее время, вы готовы пойти на военную службу по контракту, у вас адекватная самооценка, адекватное восприятие действительности. В данном случае у вас вы можете пойти на стрелка, то есть рассмотреть такую позицию. В армию не допустят тех, у кого выявится склонность к суициду, отвержение дисциплины и субординации и психическая неустойчивость. Предварительный отбор проходит в военном комиссариате, либо на периодически проводимых акциях, где можно сразу написать заявление о приеме на военную службу по контракту. Примут ли, зависит от многих факторов. На сегодняшний день имеют право поступить на военную службу граждане, пребывающие в запасе, имеющие категорию А или Б здоровья. Также граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование взамен военной службы по призыву. Максимальный возраст мы берем до 35 лет, то есть от 18 до 35 лет мужчины и до 30 женщин. Всем предоставляется заработная плата от 20 до 50 тысяч в месяц, в зависимости от рода войск и звания, плюс полный социальный пакет. Это и медицинское обеспечение, это и поднаем жилья, если в случае мы не можем предоставить свои специализированные жилые фонды. Самое интересное и самое главное, наверное, это получение военной ипотеки, покупка собственного жилья. Что интересно в этом моменте? Военнослужащий, получивший военную ипотеку, за нее не платит. За него платит государство в тот момент, пока он проходит военную службу по контракту. Татарстан ежегодно направляет войска от 700 до 1000 воинов-контрактников. Ведь, как показывает количество ребят, приходящих на акции «Военная служба по контракту. Твой выбор», очень многие желают служить и даже сделать карьеру военного. Вступить в ряды контрактников можно круглый год. Просто обратитесь в районный военкомат и оформите документы.
На днях начинаются первые в этом учебном году каникулы у школьников Татарстана. Они продлятся по 6 ноября. Зимние каникулы начнутся 26 декабря и продолжатся до 8 января будущего года. Ну а с 23 по 31 марта детей ждут весенние каникулы. Про летние пока не будем говорить. Тем не менее, в Национальном музее Республики Татарстан уже началась акция «Ура, каникулы!». О том, какую программу там приготовили для школьников, узнаем у Павла Краснова, научного сотрудника отдела музейных образовательных программ Национального музея Республики Татарстан. Доброе утро. Доброе утро. Всем здравствуйте. Отдыхать с пользой, наверное, так можно характеризовать вашу программу. Что именно ждет школьников в эти каникулы? Конечно, отдыхать с пользой необходимо всем категориям людей, и особенно приходя в наш Национальный музей Республики Татарстан. Он насыщен большой интерактивной программой. Но мы сейчас будем говорить именно об акции «Ура, каникул», которая у нас вот с 29 октября, то есть вчера уже началась с понедельника, по 8 она продлится. В рамках данной акции, которая ежегодно у нас проводится в музее, множество интересных интерактивных занятий. Первое из них, которое я рекомендую прям посетить, это первоклассное путешествие, конечно же. Да. То есть мы детям проводим экскурсию с позиции... Знаете, вот именно их даже рост, вот как они наверх смотрят, иногда удивляются, ох, что это у нас такое интересное. И также они будут рассматривать экспонаты, а экскурсию будет проводить домовенок Музя, который у нас в музее такой. Спит в избушке, да, когда дети приходят, он просыпается, для них проводит интересную интерактивную экскурсию с мастер-классом по гончарному мастерству даже. А на какой возраст рассчитаны ваши мероприятия? Множество мероприятий и на разный возраст. Допустим, вот первоклассное путешествие мы все-таки рассматриваем, начиная с 1 класса по 3, наверное. То есть более такое. Да, логично, да, первоклассное путешествие. Да, поэтому с этого мы и начали. Да, когда еще верят в Музю? Они верят, не поверите, и даже в 7 классе мы даже такое пробовали, да. То есть самая старшая возрастная категория? Имейте в виду по всем занятиям, по которым у нас есть общие, да? Ну, наверное, до 6 класса, я так думаю. Потому что мелкая моторика рук, допустим, у нас есть во всех присутствует мероприятиях, но более такая информативная подоплека, она идет вот в других мероприятиях, которые, допустим, связаны с музыкой, с таким искусством, да, как музыка. У нас есть мероприятие «Скрипичный ключ» или об истории музыкальных инструментов, где мы даже с детьми в конце изготавливаем свой собственный музыкальный инструмент. Ну вот, кстати, про изготовление, да, чего-либо. Вы уже сказали про мастер-класс по гончарному мастерству. Абсолютно верно. Инструменты изготовляем. Да. А что еще, какие еще есть мастер-классы? Да, ну вообще у нас есть, скажем так, детская интерактивная избушка, где проводятся все мастер-классы. Это все производится по заявкам. Помимо гончарного искусства и изготовления музыкальных инструментов, они также смогут обучиться такому искусству, как гладить одежду, допустим. Да, по древним образцам. То есть утюги не всегда же существовали, у нас электрические уж тем более. Такие тяжелые. Были углем внутри, да? Да, именно так. Мы и показываем, и рассказываем, и даже даем попробовать разгладить, допустим, ткань, полотно определенное, да. Это один из мастер-классов. Также очень пользуется спросом, и мне самому, честно говоря, меня самого он привлекает. Ну, роспись по дереву, я вот хотел сразу же упомянуть, но и напиши свое имя арабской вязью. Вот арабская каллиграфия у нас также мастер-класс проводится, где в конце мастер-класса, ну, он такой поэтапный, то есть его можно посещать аж несколько раз и изучить полностью, да, арабский шрифт, и в конце они этого занятия пишут свое имя арабскими буквами. Это очень интересно. Ожидаются ли какие-то выступления артистов, какие-то концерты? Ну, специализированно к «Ура, каникулам» скорее нет, то есть мы именно мастер-классами больше тут занимаемся. А вот 4 ноября все дети и взрослые могут прийти на наше ежегодное также мероприятие и акцию «Ночь искусств». Вот там будут все искусства вместе взяты в такой коллаборации, и можно будет послушать в том числе и концертные выступления артистов. Ну, давайте в качестве итога как-то вот такой небольшой резюме сделаем. С 29 октября по 8 ноября. 8 ноября всех ждет мастер-классы. Мастер-классы, интерактивные и тематические экскурсии, которые мы уже с вами обусловились, да. Естественно, интерактивные занятия, которые знакомят детей с народным, в первую очередь, бытом. Все здесь у нас, разумеется, на истории, нужно это понимать, да. И, конечно же, придя к нам в музей, всех школьников ожидает сюрприз. Их будет встречать символ нашего музея — бегемот. То есть Музя, бегемот. Не живой, бегемот, булгаковский или... Музейный. Давайте Со скольки до скольки будут проходить мероприятия? Успеют ли школьники выспаться?
Выспаться обязательно успеют. Мы, зная это, сделали первый, заход в 10 часов, второй в 12 и третий в 14:00. Ой, спасибо большое, уважаемые родители. Теперь вы знаете, как вашим детям лучше провести каникулы. Сейчас небольшая рекламная пауза, после чего продолжим. И снова здравствуйте. Продолжаем программу. Настало время для астропрогноза. Узнаем, что нам сулят звезды. Сегодня овнам стоит прислушаться к мнению родителей или других авторитетных членов своего семейного клана. Не стоит упускать возможность собраться вместе близким кругом старых друзей. Тельцам день сулит хорошие новости. Если информация двойственна, вам захочется выделить то, что успокаивает и помогает сохранить надежду. Близнецы. Для построения дальнейших планов, в том числе в сфере отношений, это не лучшие сутки. Вы рискуете по инерции закрыть глаза на то, что вам вредит. Нежелательно заводить знакомства, раздавать обещания, оформлять новый договор. Лучше это сделать в пятницу. Ну, видимо, да. У рака в затянувшихся отношениях уместен основательный разговор, хотя вряд ли удастся сказать что-то новое. Может зайти речь о прощании или последнем шансе. Как-то грустно. Львов день приглашает подумать о семье, жилье, корнях, о прошлом и будущем. Вы можете обсудить эти темы с близкими или поразмышлять о них в одиночестве. Философский день, да? Девы, мечты о будущем будут сильно окрашены воспоминаниями о прошлом. Не исключено, что вы и окружающие будете несколько идеализировать перспективу, поскольку мысленно застрянете в былых временах, когда трава была зеленее. Продолжаем программу. Осенняя хандра – вещь вполне объяснимая и встречается довольно часто. Когда чувствуете плохое настроение и начинаете срываться на близких, помните, что осенняя депрессия рано или поздно проходит. А вот обида может запомниться надолго. Сейчас мы дадим несколько советов, как можно успокоить нервы, если вдруг осенняя хандра одолела настолько, что вы поддались негативным эмоциям. Чувствуете страхи? Нервничаете? Волнуетесь? Ваш организм наполнился адреналином. Его называют гормоном стресса. Когда его много, усиливается гнев, нервозность и неадекватность поведения. Поэтому нужно просто сжечь лишний адреналин. Вот несколько быстрых способов. Дышите глубже. Это поможет расслабить вас. Кислород будет распространяться по организму, и адреналина станет меньше. Дышать нужно часто и глубоко. Делаем вдох носом и выдыхаем ртом. Вторая рекомендация. Прикусите язык. Это снимет боль и отвлечет вас. Можно также просто ущипнуть себя. Не больно. Третье. Поиграйте мускулами. Активные физические действия быстрее расходуют адреналин. Можно, например, побегать, я не знаю, что-то поприседать. Можно также просто сделать следующее упражнение. Сжимаем пальцы в кулаки и резко выбрасываем руки. Четвертое. Просто расслабьтесь и начинайте думать о чем-то. Например, вы можете вспомнить имя вашей первой учительницы, любимое стихотворение или вспоминать таблицу умножения. Нужно просто на чем-то заострить внимание, о чем-то вспомнить. Это отвлечет вас и расслабит, и снимет напряжение. Если вы будете регулярно практиковать такой метод, стрессовые ситуации никогда не застанут вас врасплох. Ну и последнее. Это правильное питание. Вредная пища, полуфабрикаты, алкоголь, кофе, сладости заставляют нас терять контроль над собой быстрее. Поэтому совет диетологов – налегать на овощи, фрукты, орехи и ягоды, а также продукты, содержащие магний – какао, фасоль, орехи. Это позволяет повысить уровень серотонина, гормона удовольствия у нас в крови, а значит, заставляет нас стать увереннее и спокойнее. В продолжении разговора об осенней депрессии. Кто рано встает, должен и ложиться спать раньше. Бороться с осенней хандрой можно здоровым сном. Если спать 7-8 положенных часов в сутки вам не позволяет напряженный рабочий график, уделяйте внимание подушке с одеялом в выходные. Ну, причем спать можно не только ночью, да, но еще и в дневное время. Если вы не будете высыпаться, при этом испытывать недостаток солнечного света, это грозит испортить не только ваше настроение, но и оказать влияние на весь организм в целом. Но если вы будете высыпаться, промозглая, пасмурная, дождливая погода не будет на вас влиять так тяжело. И даже в ней вы будете находить свою прелесть. Смотрите, как это удается детям.
бывает маленький и большой. И когда идет маленький дождик, можно брать зонтик и не брать. А если дождь ломает рождение, и после дождя их надо делать. Вот такие дождики. Дождик всегда мокрый, он всех мочит. Он бывает маленький и оставляет капельки на стекле. А сильный дождь бывает, когда ливень. Он оставляет большие лужи и большие реки. Если бы у меня была большая лодка, тогда бы я на ней поплыла домой. Вот бы папа удивился. После дождя всегда сыро, и футболка прилипает к животу. Еще бывает дождь быстрый, сильный, а еще бывает медленный, который идет целый день. И не хочется ни гулять, а только спать. Еще бывает дождь зимой. Нам кажется, что это снег, но на самом деле это замороженный дождь. А еще дождь нужен растениям. Это природная поливалка, которая не надо садоводам идти поливать растения, а дождь поливает он сам. Не надо даже никаких насилий прикладывать. Мы продолжаем рассказывать вам о людях, которые не одно десятилетие верны одной и навсегда выбранной профессии. Сегодня в объективе вашего внимания профессия учителя. Одна из самых благородных профессий в мире. Любовь Модина 3,5 десятилетия с удовольствием работает в школе. Любит свою профессию, ну а дети любят ее, ведь, как известно, детей не обманешь. Героиня нашего сюжета счастлива от того, что ее жизнь сложилась именно таким образом. Ее окружают дети, которых она очень любит и с которыми с каждым годом становится моложе душой. Мои дети самые работоспособные, они очень творческие дети. И если их правильно организовать, то мы вместе с ними горы свернем. Желание учить, объяснять родилось еще в детстве, рассказала нам Любовь Владимировна. Воспитывая сестренку, она учила ее всему, что знала. Во дворе обучала соседских детей. Наверное, так и появилась мечта быть учителем, добрым, отзывчивым, помогающим преодолевать любые сложности. Поэтому, закончив школу, наша героиня поступила в педагогическое училище, а затем в педагогический институт. Когда ты обращаешься к детям, то обязательно они твою доброту, они должны чувствовать это. И когда перед маленьким ребенком взрослый добрый человек, вот как раз ребенок и откроется именно доброму человеку. С тех пор прошло 35 лет. За это время она стала второй мамой, близким старшим другом многим ребятам. На своих уроках она учит ребят не только общеобразовательным предметам, но объясняет правила дорожного движения. Главное, чтобы дети не просто их знали, а соблюдали, считает она. Есть в их школе даже такая организация – юные инспектора дорожного движения. Учитель должен быть отзывчивым, помогать в трудную минуту, и понимать учеников. Учитель должен быть такой же, как и наша Любовь Владимировна. Она очень хорошая, добрая. Я ее очень люблю. Она моя любимая учительница. Она очень тщательно все объясняет. Например, иногда даже спрашивает, кто понял тему. Если мы не поняли, она может очень кратко, но четко все произнести. Она добрая, она помогает всем. Если даже у кого-то что-то неправильно, она может подойти, объяснить и исправить. Счастье нашей героини не было бы полным, если бы не было поддержки со стороны близких. Супруг проникся ее любовью к детям и тоже помогает ей в общении с ребятами. И когда я выходила замуж, я сказала: я учитель, ты как хочешь. Вот вся моя работа будет подчинена в основном с детьми, работе с детьми. Ну и муж сказал: хорошо, будем приспосабливаться. Бывало так вначале, что он приходил ко мне на работу, занимался с детишками из моего класса, играл с ними в шашки, в шахматы. Бывало и так. Любовь Владимировна каждый день с радостью идет на работу, с трепетом предвкушая встречу с детьми. Наверное, это и есть настоящее счастье – быть там, где ты нужен и где тебе хорошо.
Ну, это замечательно. Во-первых, профессия учителя сама по себе, наверное, самое главное в нашем обществе, потому что учитель растит детей, да? Полный класс, все улыбаются, добрые глаза. Да. И все это происходит в радостной атмосфере. Замечательно. Мы продолжаем программу. Теперь главные новости Татарстана можно узнать раньше новостного эфира. Подписывайтесь на наш новый News Instagram-канал. Актуальная информационная картина дня на страницах сообщества ТНВ в Инстаграм и ВКонтакте. Сегодня в программе ТНВ, кроме новостных выпусков, много других телепрограмм. Вот некоторые из них. Айнур, добрый день. Я еще раз хочу вас поблагодарить за портрет. Он действительно обладает какой-то сверхъестественной силой. Айнур, вы что, меня боитесь? Расим. Слушаю. Иди сюда. Сейчас приду. Что она опять от меня хочет? Лена хочет узнать, как погибла Ясмин, но Айнур отказывается говорить об этом. Тогда женщина решает заплатить Аслану, чтобы он достал из архива дело о давнем убийстве. Вскоре выясняются подробности, которые изменят весь ход истории. Смотрите в 9:00. А чё молчишь-то? А чё говорить-то? Ты мне ничего нового не открыла. Ты мне лучше скажи, как мне эту норму выполнить без напарницы, а? Ну, коль не первый раз у нас, так сама должна знать. К костру-то можно будет сходить? Останется время на отдых, сходишь. Только половина рабочего дня уже прошла. А тебе надо норму выполнить. Анна продолжает трудиться на лесоповале. Катя приезжает к Клавдии. Внезапно домой возвращается Семен, которого все считали погибшим. Смотрите сегодня в 12:00. Здесь негритят решили пообедать. Здесь негритят решили пообедать. Один вдруг поперхнулся, и их осталось 9. 9 негритят, поев, клевали носом. Экранизация одного из самых известных и самых таинственных романов Агаты Кристи, в котором легкомысленные строчки детской считалочки стали сценарием хладнокровных убийств. И где каратель виновен не менее обвиняемых. Преступление без срока давности, которое невозможно забыть и простить. 10 негритят. Сегодня в 21:00. Ну а сейчас пришло время поговорить о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается малооблачная погода, осадки маловероятны, что, несомненно, радует. А вот температура будет такая немножечко прохладненькая, от 0 до 1 градуса мороза. К вечеру похолодает до -6, в низких местах даже до -8. Ветер слабый, атмосферное давление высокое, 776 миллиметров ртутного столба. А влажность воздуха в пределах нормы. Но прогноз у тебя вроде как такой отрицательный. Ну, в смысле минус, да? Минус. Но вроде как. К концу недели опять распогодится. Там что-то до +7. В общем, все хорошо. Все будет хорошо. Я жду мороз. Да. Перестань. Брось. Нет, пока плюс. Еще пока будет плюс. Пока плюс. Будет. Где можно пересмотреть повторы наших программ? Во-первых, наш сайт tnv.ru. Добро пожаловать. В YouTube тоже можете нас найти. Ну и все ваши мысли, идеи, предложения в нашей группе ВКонтакте. Утренняя программа «Здравствуйте». Добро пожаловать. Сейчас небольшой блок рекламы. На ТНВ она будет недолго, мы обещаем. А впереди еще много-много интересного. Не пропустите. Как работает реальная экономика. На ТНВ по понедельникам в 22:10. И вновь мы желаем вам доброго утра и благодарим, что встречаете его вместе с нами. Поговорим о моде, вернее, о тех вещах, которые позволят вам всегда выглядеть стильно. Базовый гардероб – одна из самых простых и гениальных идей в мире моды. Она позволяет махом решить проблемы «нечего надеть» и «не хочу даже думать, что надевать». Ну, по сути, это набор классических и, как правило, совсем недорогих вещей, которые сочетаются как друг с другом, так и с любой одеждой. Наш следующий сюжет именно об этом. Доброе утро! Нам всегда хочется выглядеть неотразимо. Но, увы, у гардероба есть свои границы. На выручку приходит такое понятие, как базовый гардероб. Это основа поиска индивидуального стиля. Поэтому очень важно правильно сочетать его, учитывая внешние данные, статус и образ жизни. Сегодня мы расскажем, как правильно комбинировать вещи и выглядеть каждый день по-новому.
Смотрите. Безусловно, в основу базового осеннего гардероба должна входить рубашка. Она хороша в комбинации с юбкой-карандаш средней длины, которая может быть выполнена из кожи, ткани, трикотажа. Все это будет смотреться очень элегантно и женственно. Базовый гардероб – это такой гардероб, который имеет сочетание с разными вещами в гардеробе, то есть с простыми вещами, также с дизайнерскими вещами, сложными вещами. Вот. Но базовый гардероб, он должен состоять из 70% гардероба. Все остальное – это уже простые вещи, обычные вещи, которые хорошо комбинируются между собой. Хороший теплый вариант для базового осеннего гардероба осени – это водолазка. Обратите внимание, что все комплекты сочетаются друг с другом и всегда актуальны. Ну и, конечно, в любом базовом гардеробе обязательно должно быть пальто. От классического силуэта до свободного кроя. Добавляйте в осенний базовый гардероб модные вещи. Это могут быть шарфы, сумки, платки, аксессуары. Только не забывайте про цветовую гамму. Базовые цвета – это цвета, которые часто встречаются в палитре. Это белый, черный, серый и бежевый цвет, который универсально сочетается со многими вещами. Подберите подобный базовый гардероб, учитывая свои вкусы и предпочтения, и вы сможете легко составлять разные комплекты каждый день. Соль, ты вот сейчас послушала советы, да? Проанализировала свой гардероб. Все правильно? Все правильно. И главное, я убедилась, что мы с тобой сегодня в тренде. Да. Да, у нас базовый такой. Это я для себя сейчас неожиданно узнал, да? Ну, хорошо. Мы с тобой в тренде. Спасибо. Спасибо. Это комплимент. Спасибо. Конечно, комплимент. Ладно, продолжим программу. Крок-мадам, арепа, бокадильо и банми. Все это названия самых разнообразных сэндвичей, которые популярны в разных странах мира. Какие названия? Да. Сэндвич – это простой и вкусный способ перекусить и получить запас энергии. Если вы привыкли завтракать именно ими, пополните кулинарный запас рецептов еще одним. Мы расскажем, как приготовить сэндвич-гриль с грибами. Для приготовления этого вида горячих сэндвичей вам понадобятся ржаные хлебцы или булочки для бургеров, 100 граммов свежих шампиньонов, 2-3 ломтика копченой курицы или индейки по желанию, 60 граммов тертого сыра, пармезан подойдет лучше всего. Для тех, кто любит, 1 чайная ложка тимьяна, свежего или сушеного, и 2 зубчика чеснока. 1 столовая ложка петрушки мелко нарезанной. Измельчаем чеснок, срываем листики тимьяна на 1 чайную ложку. Шампиньоны тщательно промыть под проточной водой и нарезать тонкими ломтиками. Измельченный с помощью пресса или ножом чеснок обжариваем с тимьяном в небольшом количестве масла. Туда же отправляем грибы и ждем, пока не выпарится влага. Добавляем соль и перец по вкусу, а также измельченную петрушку. Готовые грибы смешиваем с натертым сыром. На хлебцы или половинки булочек выкладываем начинку, копченую птицу и грибную массу. Закрываем сверху второй половиной хлеба и запекаем 2-3 минуты на гриле. Подаем в горячем виде. Приятного аппетита! Это очень вкусно. Мы продолжаем нашу программу и встречаем Антона Солокаева, лидера группы «Волга-Волга». Антон, доброе утро. Привет всем. Будем говорить о творческой встрече в КФУ, которая сегодня состоится, и вы придете туда с Сергеем Татарским. Все правда, да? Все абсолютная правда. О чем будет встреча? Ну, в общем, это такая, я так понимаю, некий синтез творческой встречи и какого-то, может быть, такого своеобразного какого-то интерактивного интервью. То есть
Это перекрестное такое интервью, то есть это не означает то, что студенты будут только нас заваливать вопросами, а мы еще на этом таком вот интерактивном интервью будем петь песни. И плюс ко всему еще задавать вопросы студентам. То есть все основано на том, что ансамблю «Волга-Волга» в этом году исполнился 21 год. Такое своеобразное несовершеннолетие, да, может быть, какое-то такое внегласное, но, в общем, считается, что вот это 21 год, это прям уже тот рубеж, после которого можно все. Расслабиться. Да, вот мы, в общем, вот этот год и проводим под хэштегом «Нам 21» и хэштег «Можно все». И, соответственно, вот на этой встрече запланирована беседа, и ребята как раз те, которые сейчас учатся в университете, которые учатся на журфаке непосредственно, они примерно находятся, ну, где-то вот в районе этого возраста, может быть, уже ближе к нему. А нам вот 21 год, мы тоже в этом возрасте, но как коллектив творческий. И вот мы будем пытаться понять какие-то точки соприкосновения, есть ли они у нас вообще. Вот если они есть, то какие. И вот, соответственно, то есть вопросами будем друг друга закидывать, ну и немножко творчества давать. Вот такой вот интересный формат решили, в общем, нам предложить ребята с журфака, с КФУ. Вот я знаю, что буквально вот-вот появится клип на песню «Вперед, Рубин». Я думаю, вот как раз это точно точка соприкосновения со студентами, да? Ну, в общем, да, с болельщиками в целом, конечно, да. Но мы знаем, естественно, что среди студентов тоже огромное количество болельщиков. Футбол сейчас популярен. Более чем. Благодаря некоторым событиям, которые не так давно случились, да, в нашей стране, вот. И на самом деле эта песня мы ее не называем гимном, потому что все-таки это в большей степени, наверное, такая песня, даже, я бы сказал, наверное, такая в хорошем смысле слова, песня-кричалка болельщиков. Вот. Хотя, может быть, кто-то ее назовет и гимном, но гимн — это, в общем, всегда для меня такая достаточно очень серьезная история, поэтому гимн — это, наверное, требует более серьезного отношения к написанию как такового, да. Вот. А здесь, в общем, такая песня, которую мы, честно говоря, вынашивали уже давным-давно. Это не был какой-то заказ там от Рубина, от болельщиков или там что-то подобное, да, чтобы все правильно понимали. Это просто песня, написанная там в течение какого-то времени. Мы приходили к написанию, потом как-то откладывали ее в ящик, и вот так вот все. Такие вот качели у нас происходили. В конечном итоге, в общем, родилась композиция, случилась аранжировка, и вот буквально в конце этого лета мы снимали клип на все на это дело. Естественно, мы спрашивали некого разрешения у командования Рубина, да, и, в общем, в принципе, они нам помогали, то есть нам был предоставлен целый стадион. То есть там съемки проходили? Да, для съемки этого клипа нам были предоставлены кадры тренировок, что вообще как бы редкая история, потому что на тренировке, мы знаем, особо никого никогда не пускает, а тут там прям кадры дали. И вот мы, в общем, как-то вот это дело облагородили и назвали его сейчас клипом, но это, в общем, просто дабы познакомить публику с этой песней. Мы ее делали от души, нам просто хотелось каким-то образом, насколько мы это можем, то есть творческим, да, каким-то вот таким подходом поддержать нашу команду. Я думаю, что сегодня в нашей группе ВКонтакте, в Инстаграм, в интернете случится как раз презентация этой песни, и в том числе как бы клипа, да, параллельно. Но единственное, что, наверное, я еще отмечу, что, в общем, этот клип, он был бы очень уместен, если бы наши вчера победили. Но наши сыграли в ничью. Но ничья была со вкусом победы, на самом деле. Ничья со вкусом победы, да, была драма. И, в общем, на самом деле молодцы. Поэтому я думаю, что, в общем, мы в этом смысле очень... Информационный повод у нас, в общем, есть. Сегодня в интернете презентовать песню «Вперед, Рубин». Это замечательно. Песня болельщиков — это замечательно, потому что на родине футбола, на английских стадионах, да, когда болельщики поют, это одна из, пожалуй, самых главных составляющих футбольного праздника. Да. Ну, мы, в общем, конечно, будем стараться, чтобы песня пошла в народ, и чтобы ее узнали болельщики, чтобы они ее пели. Вот поэтому, пользуясь случаем, спасибо вам огромное, что сегодня мы этот вопрос затронули. Все в нашу группу ВКонтакте и в Инстаграм. Сегодня песня будет там. Ждем. Да. Ну, еще одна важная тема по случаю возвращения Сергея Татарского в коллектив. Вы готовите тур большой, да, по России? Мы большой тур готовим, да. По поводу Сережи Татарского, если кто прям вот знает наше творчество, следит за нашим творчеством, за нашим движением вот в течение этих 21 года,
Вот. Многие, наверное, знают, что 2 года мы выступали, гастролировали, записывали альбомы без присутствия Сергея. Это наш гитарист. Вот. Он, в общем, прошел такое серьезное испытание в своей жизни. У него был лейкоз. И сейчас можно говорить о его выздоровлении. То есть всем миром, как говорится, и в том числе, конечно, при поддержке верхних наших Всевышних сил. В общем, Сергей в первую очередь, в общем, победил эту болезнь. Но я думаю, что сейчас уже можно так говорить, потому что он вернулся в Казань после длительного лечения. Ему сделали пересадку костного мозга. Клеточки растут, тромбоциты растут, как он все время теперь говорит. Вот. И мы приступили к репетициям. Более того, мы уже дали совместно 2 концерта. Это были такие частные мероприятия, не очень сильно нагружающие физически его, да, поэтому вот начинаем пробовать. Но я думаю, что основной, скажем так, концерт, в котором мы уже так официально объявим, что Серега вернулся, это как раз будет вот концерт, посвященный 21-летию группы, и который даст старт нашему туру. На самом деле, в декабре в БКЗ? Да, концерт, который будет вот, посвящен 21-летию, он случится в БКЗ. Вот, поскольку мы уже сказали, можно все, это на самом деле не только то, о чем подумали наши телезрители. Ничего плохого. В силу своей испорченности, да, конечно, это шутка, вот, но по большому счету надо сказать, что можно все, и мы здесь решили разорвать все форматы и все рамки, которые связаны с группой «Волга-Волга». Все, скажем так, штампы, набитые оскомину, там, связанные там, с песней «Ира», «Белые розы» и тому подобное, да, все привыкли нас видеть каких-то таких веселых, разухабистых и, в общем, не думающих ни о чем. Но поскольку мы выбрали сцену для концерта, сцену БКЗ, да, консерватории, Большого концертного зала консерватории, и более того, этот концерт будет сделан совместно с оркестром «Ля Примавера». Вот. И более того, это будет нестандартное звучание не только потому, что участвует в этом оркестр, а еще и потому, что это будет акустическая программа. То есть для нас эта история такая достаточно новая. Да, конечно, где-то за столом или в молодости в подъездах мы все играли на акустических гитарах, и это были наши акустические квартирники. Но вот мы решили сделать 21-летию такой серьезный акустический квартирник с оркестром, который даст старт нашему, собственно, вот как раз туру, который, в общем, будет называться «Нам-21». И мы его просто перенесли с этой осени на зиму и весну, потому что ждали возвращения Сергея. Поэтому с этим это и связано. Ну что ж, еще раз поздравляем, желаем удачного тура. С совершеннолетием группу. С прошедшим днем рождения вас, кстати. Да, спасибо. Сергею забыл. Сергею здоровья, ну и, конечно же, творческих успехов. Спасибо. Мы продолжим нашу программу. Прямо сейчас поговорим о том, что сегодня в Казани происходит интересного. Историческому парку России «Моя история» в Казани исполняется 1 год. Первый день рождения отпразднуют с размахом. Игры, квесты, викторины, розыгрыши призов, фотозоны и многое другое ждет гостей праздника. Каждому посетителю предоставится уникальная возможность вспомнить наиболее важные события истории России и Татарстана и сделать креативные фотографии с историческими личностями. Кроме этого, в одном из павильонов выставки будут транслироваться документальные фильмы, снятые Русским географическим обществом. Вход свободный. После показа сериала «Великолепный век» в России появилась целая армия поклонников турецкого кино. Специально для них и для тех, кто хочет ближе познакомиться с турецким кинематографом, в кинотеатре «Родина» с 30 октября по 2 ноября пройдет неделя турецкого кино. В программе исторические драмы, комедии, любовные мелодрамы, снятые в последние годы. Начало показов в половине 7 вечера. Вход свободный. Дмитрий Маликов приедет сегодня в Казань, чтобы вместе со своими поклонниками отметить 30-летие творческой деятельности. Он один из немногих представителей отечественного шоу-бизнеса, которому удается избегать громких скандалов и интереса желтой прессы, привлекая к себе внимание только лишь своим творчеством. Он записывается с рэперами, судит баттлы, делает социальные проекты, играет в собственном спектакле и продолжает оставаться одним из самых востребованных артистов российской поп-сцены.
Ну и нам настало время завершить наш астропрогноз. Остановились на весах. Весы. Звезды подсказывают, что вы вряд ли сможете уверенно двигаться новым путем, пока не закроете старые проблемы. Особенно нежелательно строить планы в сферах, связанных с финансами и карьерой. Так, я задумалась. Скорпион, у вас не исключен служебный роман, который может обернуться для вас неприятностями. В первую очередь позаботьтесь о сохранении своего имиджа. Потому что на работе надо работать. Да. Сегодня стрельцам стоит подумать не о приходящих мелочах, а о самом важном и сокровенном, задевающем за живое. Несмотря на прекрасные перспективы впереди, в этот день, естественно, склонность цепляться за старое. Козероги, вы удачливы в любви, и этот день станет подлинным тому доказательством. А на работе запаситесь терпением, появится немало вопросов, требующих вашего пристального внимания. Да и ладно, зато дома любовь. Водолеи, сейчас вам будет не до романтики. Время и силы придется посвятить финансовым вопросам. Чтобы все успеть, попробуйте встать пораньше и делегировать часть своих обязанностей надежным людям. Рыбы, вам срочно требуется отдых, иначе депрессии не избежать. При этом не стоит забывать, что у второй половины тоже могут быть проблемы. Найдите время, чтобы поговорить по душам и вместе отдыхайте. Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. И вот, что вас ждет завтра. Приятного аппетита! Готовим запеченные яблоки. В стиле без операций и реабилитации. Как исправить неидеальный нос с помощью уколов. Форма. Кардиотренировка дома. Нужна только скакалка. Будем ждать фитнес-рубрику завтра. Да. Ладно, это и многое другое. Завтра в 8:10 на ТНВ утренняя программа «Здравствуйте». Сегодня этот день вместе с вами начинали Асоль Мухамедянова, Влад Портнов. Завтра мы также будем встречать утро вместе. Хорошего вам настроения. Пусть в душе у вас всегда поют соловьи. До завтра. Мы вас любим. Пока-пока. «Черное озеро». По будням в 21:00.